birthday. It's your birthday. And you know. It's the birthday. It's the birthday. Эти ребята такие смешные. Очень сильно. А? Я сейчас. Доброе утро, ребята. Мы сейчас находимся в Дели и поедем в Тадж-Махал. Один из 7 чудес света. Там будет очень красиво. Давайте поедем вместе. Три часа еще ехать, поэтому вышли попить кофе по дороге в Тадж-Махал, в Агру и потом ехать дальше. Здесь вот такая остановочка, ребята, по дороге в Агру. Люди приезжают, останавливаются. Это вот наш большой автобус. Вот. Останавливаются, пьют кофе, дышат свежим воздухом и потом едут дальше. Наши ребята смотрят за автобусом. У нас друг, ребята, вот, смотрите сами. Он похож на 50 Cent. Это не так, разве? Let's go. Go, Shara. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. And you know. It's the birthday. It's the birthday. Эти ребята такие смешные. दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ ओ আমার বন্ধুগো চির সাথী পথ চলা Ну что ж, ребята, мы уже приехали в Агру и где-то через 5 минут будем напротив Тадж-Махала. Это архитектурный шедевр сегодняшней Индии в тогдашней Могольской империи, или с персидского языка империя Мугуль. Вот такая дорожка ведет вас, ребята, к Тадж-Махалу, к романтике, к пику любви. Кульминация того, что может вообще существовать в истории любви, в истории человечества в плане любви. Выше этого в мире больше нет. Вот, позже я вам расскажу, что за история там кроется. Мы уже приехали, ребята. Это зона приобретения билетов для тех людей, которые хотят посетить Тадж-Махал. Значит, для иностранцев будет это стоить 1100 рупий. Это $13. Имейте в виду. Это вход в Тадж-Махал, ребята. Я с собой взял наш великий таджикский флаг, но не пустили, потому что тут запрещено категорически любой флаг. Даже флаг Индии. С флагом Индии заходить сюда категорически запрещено. Я им предлагал, 2000, потом 3000 рупий, потом еще чуть больше. Они сказали нет, с флагом нельзя. Но в целом здесь серьезно, наверное. Вот, народу очень много, несмотря на то, что такая жара стоит, просто невыносимая. Но народу очень много. И вот начинаются ворота Тадж-Махала.
Не здесь, правда, а чуть дальше. Так вот. Тадж-Махал внутри. Это еще мы на улице. Это вот только приближаемся. Как вы видите, вот здесь архитектура, она похожа на нашу архитектуру. Видите, даже у меня в селе есть вот такие вот Болору, Сарсинджу. Вот мы их так называем. Но это все из камня, ребята. Не из бревна, не из дерева, как у нас, да? Вот, это все из камней различных сделано. Жара, ребята, ужасающая. Ощущение примерно 55-57 градусов. Нас 33 человека из 33 стран африканского, европейского, азиатского и других континентов. 6 у нас, да? Вот, или 7. Вот, нас очень много. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. گذشتگان همه این منزل مکان خداوند جاش جنت کند. Пожалуйста. Вот это, ребята, Тадж-Махал. Сейчас вам расскажу такую историю, мои друзья, что вы заплачете просто. История очень трогательная. Ну, с чего начать, ребята? Значит, дело в том, что моголы правили полуостровом Индостан больше 300 лет. Это начиная с 1500-х годов, когда Бабур из Центральной Азии, из Андиджана, Ферганской долины, пришел сюда со своими войсками, захватил Индию. Правда, не всю Индию, да, Индия была постепенно завоевана. И, значит, в течение вот правления всей вот этой могольской династии империи, полуостров Индостан, мы включаем сюда и Пакистан, Южный Афганистан, может быть и Бангладеш, полностью был завоеван и находился под властью, значит, великих моголов. И конкретно мы сейчас находимся на территории Тадж-Махала. Тадж-Махал, в первую очередь, это, ребята, мавзолей. Мавзолей и дворец. Дворец архитектурный шедевр, один из 7 чудес света, который был построен по приказу Шоха Джахана. Такой был правитель Шох Джахан, его звали. И он построил этот дворец в честь своей любимой жены. И его жену звали, значит, Мумтаз Махал или Мумтаз Бегим. И вот она была персидского происхождения. Так что здесь, по сути, я приехал из Таджикистана молиться як дуайне кардан барой модар калонаймон бегем, барой модар калоне хидмон. То есть я приехал здесь помолиться за свою бабушку, по сути, получается. Вот. Дело в том, что у Шах-Джахана было 13 детей, и потом при родах 14-го ребенка его жена Мумтаз Махал, к сожалению, ну, по разным, так сказать, причинам, я не знаю, не смогла родить, в общем-то, 14-го ребенка и умерла. Она умерла при родах. И это очень сильно затронуло Шах-Джахана, он очень любил свою жену. И поэтому приказал построить вот этот дворец, архитектурный шедевр, для своей жены. И жена его похоронена внутри, значит, Тадж-Махала, куда мы пойдем и обязательно посмотрим. Вот, Тадж-Махал, вот этот дворец был построен за 20 лет, больше 20 лет практически, за 32 миллиона рупий, вот тогдашних, это очень много, это не сегодняшние рупии, которые там обесценились, это очень много денег. И мастера в основном, главные архитекторы были из Ирана, из Шираза, Ирана, из Центральной Азии, да, в том числе из города Худжанда. Вот главные архитекторы, которые отвечали за, значит, качество, стиль, за то, чтобы первоначальная задумка сбылась, вот отвечали вот эти люди. Вот это Тадж-Махал, ребята. Значит, один из известных сыновей Шах-Джахана это Аврангзеб. Вы слышали про этого правителя, да? Аврангзеб Оламгир. И у Аврангзеба была также дочка Зебун-Ниса, да? Это вот выдающийся таджикско-персидский поэт Зебун-Ниса, которую мы любим.
значит, уважаем и читаем ее стихи с удовольствием. Так вот, Шохджахан приходится дедушкой Зебун-Нисей, так сказать, да? Вот, чтобы вы это знали. Как сам Шохджахан говорит, Тадж-Махал построен аз ашки офтоб ва мохтоб. То есть, значит, Тадж-Махал построен из слез солнца и луны. Действительно на это похоже, потому что подобного в мире нет. И, как вы сами видите, на фоне там суры, вот, то есть арабским алфавитом написаны, вот, у входа. Так что Тадж-Махал, ребята, это в первую очередь мусульманская история. То есть Шохджахан, его предки все были мусульманами, которые приходили из Центральной Азии сюда и правили Индией 300 лет. Так что это мусульманская история, история правления мусульман в Индии. И вот эта история заканчивается с приходом, начинается с Бабура, да, и заканчивается приходом британцев, когда британцы приходят сюда и, значит, завоевывают Индию, и на этом и завершается эпоха или эра, так сказать, правления великих моголов. Вау, тут очень красиво. Я не знаю, насколько камера iPhone 15 вам передает эту красоту, но глазами реально все совсем по-другому. Намного по-другому. Свежее, красивее, ярче. И Тадж-Махал, ребята, построен из мрамора. Вот что такое сила настоящей любви. А не то, что там «я тебя люблю», да, сухими словами. А делом показать и доказать, что ты любишь, вот это и есть Тадж-Махал. Тадж-Махал – это история очень сильной, могущественной любви в истории человечества. Туристов очень много, как местных я вижу, так и международных. Вот, видите, самих индусов тоже очень много здесь, которые приходят, смотрят. Я не знаю, они из этого города, из Агры или из другого города, но тем не менее туристов очень много. Мы вот, ребята, потихонечку идем уже внутри. То есть заходить вот в этот сад отдельно, стоимость отдельно. А еще заходить внутри, где могила, да, Шохджахана и его жены, это еще отдельных 200 рупий. Ну, это того стоит, ребята. Я никак не жалею. Считаю, что я сделал правильно. Я очень счастлив, что нахожусь и являюсь частью сегодняшней вот этой истории и сегодняшнего момента. Вход вот так вот начинается. Смотрите. Поднимаемся вверх. Вот он вход. Ащу. Вот он вход, ребята. В Тадж-Махал. Это главный вход. Сейчас зайдем и посмотрим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Смотрите, ребят, ну, внутри, сразу вам скажу, категорически нам запретили снимать, фотографироваться. Поэтому я увидел вот могилы, две, посередине, значит, стояла могила Мумтаз Ханум и слева Шахджахана. Я это видел. Но... Удивление, смотрите, что вызывает. Вот это вот все сделано руками. И это 200-300 лет назад. Представляете, там никаких технологий, всего этого не было. И точечную работу вы просто посмотрите, да? Настолько точно, красиво, все одинаково. Это и есть Тадж-Махал. Построить такое сегодня миллиарды нужно, но навряд ли получится то же самое. И Тадж-Махал, ребята, построен на берегу вот этой реки. И эта река называется Имна. На индийском языке вот эта река звучит Имна. Окей? Имна Нади, вот. Смотрите, ну, чуть-чуть я вижу, что все-таки кидают там мусор, все такое. Но Ганга Нахи хэ. Имна.
И вот на берегу реки построен Тадж-Махал. И сегодняшняя проблема в чем заключается, ребята? Дело в том, что река омелеет, и как-то вот это вот влияет на всю вот эту архитектуру. Отрицательно, так сказать, да? Поэтому делается очень много для того, чтобы сохранить вот эту красоту первоначальную. Несмотря на то, что определенные места уже чуточку пострадали. Может, человеческий фактор, может, природный. Но, тем не менее, стараются делать все для того, чтобы сохранить Тадж-Махал в своем первоначальном виде. Вот, и... В общем-то, это вот, ребята, короткая история Тадж-Махала. Я, честное слово, ищу внучку Шах-Джахана, Зебун-Ниса Махфи. Где она похоронена, никак не могу найти. Где-то читал, что она похоронена в Агре, то есть вот здесь, в этом городе, на этой территории. Очень хочу пойти в ее могилу, помолиться, посмотреть, как там выглядит, да, и вам также рассказать о своих чувствах. Но, к сожалению, не могу найти, а индусы очень мало знают практически об этой истории. Они так поверхностно знают, что да, Шах-Джахан был такой царь, там, кинг, да, со своей женой, но в целом образованные, профильные люди могут вам рассказать. А профильных здесь я, честно говоря, не вижу. Я у всех спрашиваю, Зебун-Ниса Махфи Томб, где похоронена Зебун-Ниса, поэтесса, таджикско-персидская поэтесса Зебун-Ниса. Никто, к сожалению, мне не рассказывает. А так очень хочется пойти и помолиться на ее могиле. Вот. Дело в том, что у Шах-Джахана был сын, его сына звали Аврангзеб, и у Аврангзеба была дочка. И вот его дочь звали Зебун-Ниса. Народу очень много, да? Народу очень много. Это Тадж-Махал, Агра, столица Могольской империи, некогда существовавшей на территории полуострова Индостан более 300 лет. Это напоминает мне династию Романовых в России, в Российской империи. Они тоже правили 300 лет или чуть больше 300. И последним царем был Николай II. И я был в Петербурге, я был в этот собор, где похоронены все величайшие императоры всей Руси и Российской империи. Вот, впечатления были огромные. Я видел, где могила Петра I, Екатерины II, Николая II. Но, правда, вот прах из Екатеринбурга перевезли туда, в Санкт-Петербург. Впечатления огромные. Поэтому вот эта Могольская империя чем-то напоминает мне династию Романовых, что вот они тоже одна семья, один большой клан, правили Россией 300 лет, а эти тут в Индии, да? Значит, мы сейчас обедаем, ребята, вот, решили пообедать, и нам принесли все вот это индийское, покушаем и поедем за сувенирами. Честное слово, впечатления у меня очень позитивные, хорошие. Я тронут вот этой историей любви, наискреннейшие когда-либо в истории человечества, на мой взгляд, существовавшие. Ну вот с таким исходом, что жена умерла. Для Шах-Джахана это было непросто, я уверен. Это были тяжелые, наверное, дни и тяжелейшие испытания в его жизни. Но и его тоже свергнули. Он правил достаточно долго, Шах-Джахан, значит, Индостаном, Могольской империей. Почти 30 лет. Но потом его тоже свергнули. Во время дождей Тадж-Махал, ребята, выглядит вот так вот. Это днем. Так выглядит Тадж-Махал, ребята.
So it's a transparent. There's a painting work. This is work of Taj Mahal. All real semi-precious stone. We are inlaid into the white marble. And now you enjoy the special view moonlight. This is full это moon ночью. Taj Mahal view like that, light Так blue shade. выглядит, ребята. So now you are enjoy all the view of Taj Mahal. So everybody come inside to show you complete articles. Please come everyone. Приехали за сувенирами. So sir, inside videography not allowed because of our articles. Ну, что я хочу сказать, ребята, в заключение. Наше путешествие по Агре, по Тадж-Махалу завершается. Я хочу подчеркнуть, что я приехал не в какой-то чужой край, а какой-то такой все-таки родной, что ли. Все-таки есть связь. Тем более, что главным архитектором Тадж-Махаля был таджик, наш таджик, родной Устод Ахмад Лохури. Многие источники указывают на то, что он был из города Худжанда. Есть источники, которые указывают на то, что он был из Бадахшана, потом переехал в Афганистан и оттуда сюда, точнее в Лахор. Это сегодняшняя территория Пакистана, и затем переехал в Индию. Вот. И все ключевые архитекторы Тадж-Махаля тоже были персами, в том числе Устад Иса, Уру, Аманат-хан из города Шираза, сегодняшний Иран. Так что наше путешествие, ребята, завершается. Путешествуйте по Индии, по Агре в ноябре-декабре. Берегите себя. До свидания. Это мои друзья из 33 стран. Мы сейчас считаем, все ли тут. Вот. No, this one is for the belt is for head. The belt is for me. И все остальные.